Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сейчас я нахожусь рядом с человеком, с которым мы сейчас познакомимся. И сегодняшний выпуск мы проведем полностью вместе с ним. Это Бекетов Павел Сергеевич, почтальон первого класса. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам про то место, где мы сейчас находимся. Сейчас мы находимся в 27-м отделении связи по улице Кирова, 21В. В данный момент мы находимся в операторском зале, где находятся в основном клиенты, которые приходят, получают посылочки и сдают свои посылочки. Вот у нас там работает два оператора. Есть также торговый центр, там полочки там с продуктами. Само отделение разделяется как бы на 4 помещения, то есть операторский зал, почтальонский, где сидят одни почтальоны, и также посылочные, то есть там обмен посылками производится. То есть одни посылки, которые клиенты пришли, сдали, машина увозит обратно, и нам привозят новые посылки с сортировочного центра с аэропорта. Отлично. Все очень четко. В принципе, как и работа Почты России. Потому что я помню, что буквально это сколько, лет 10 назад, наверное, многие жаловались, да, вот на то, что бывает, что замедление. Да, у нас там в основном перетряски были. Сейчас да, потом я скажу, был постоянно какой-то момент, когда резко Почта России стала работать как часы и посылки. Если раньше, например, можно было, как-то выбирали, скорее всего, какие-то частные доставочные, да, вещи компании, то Почта России потом стала очень четко работать. Мы с каждым годом улучшаем. В основном там от программы в основном зависит. Сейчас программисты у нас хорошо стали работать, постоянно помогают. Вот недавно, буквально сегодня днем приходил программист, наладил компьютер у нас, который постоянно зависал. Сейчас все там визуально уже работает. Отлично. Ну, сейчас, друзья, с помощью Павла мы испытаем на себе, да, работу почтальона. Попробуем максимально вам рассказать об этой профессии и показать, как передвигаются посылки и письма. Как происходит рабочий день почтальона. Да, пойдемте, это наш зал, туда операторам не будем мешать. Ну, вот здесь операторский зал, здесь это здесь то, у нас что продукты. Да, здесь можно также купить продукты. Тут у нас находятся полочки с МЖД-пакетами или посылки международного характера. И там еще находятся полочки с российскими посылками. То есть мы их как бы отдельно делаем. МЖД отдельно, российские отдельно. Здесь мы находимся в посылочном помещении. Тут у нас работает оператор с компьютером, который все текущие посылки привозит на машине. Машина привезла, здесь все разгрузили, и сейчас она будет сидеть и заводить посылки. Вот в данный момент уже готовится к отправке посылки. То есть в 3 часа примерно машина приходит, и постоянно и посылки идут. То есть в этом зале в основном работают с посылками? Да, тут у нас оператор с посылками работает. Тут тоже у нас полочки с посылочками стоят. Там у нас это тоже посылочная, где находятся тяжеловесные посылки или посылки большого характера. Крупногабаритные, да? Да, крупногабарит. Сейчас мы идем в почтальонский зал, где находится дело доставки почтальонов. Да, тут мы работаем в основном с письмами. Письма, повестки, телеграммы. Тут у нас сортировочная, это клетка сортировочных обычных простых писем, которые разбрасываются по почтовым ящикам. Тут у нас лежат заказные письма, которые надо вручать под роспись. И вот у нас оператор сейчас на данный момент сидит. Это вот оператор по доставке почтальонов. Она заводит в данный момент письма, которые приготовим вот на завтра, например, письма у нас есть. Это уже будет на завтра все готовиться. Каждый день приходит по 30-40 писем на каждый участок. Всего участков у нас 5. Тут у нее своя клетка, она готовит сейчас по участкам и по организациям. Вот сидят почтальоны тоже, мои коллеги. Да, и у каждого есть свой рабочий стол. Мы, наверное, можем сейчас перейти к вашему рабочему столу и на практике попробовать. Да? Можно попробовать. 5-й участок где у тебя? Вот он забрал. Забрал уже. В данный момент 5-й участок уже сделал, а 4-й тоже делал. Друзья, действительно, давайте пойдемте на 4-й интересно узнать, как работает почта. Особенно, наверное, все знают кадры из фильма «Люди в черном», там, где вы видели, да, этот момент? Да, конечно. Потому что человек, который многорукий, да? Да, иначе, говорит, просто не успеваем делать. Да, и рассортировывает, потому что писем огромное количество. Да, у нас каждый день примерно вот приходит в данный момент, идет около 30-40 писем на каждый участок в среднем. То есть это в основном налоговые. Тут у нас отдельно стоят судебные письма. Тут простые письма, которые хранятся 30 дней в среднем. Тут судебные и административные. В основном это штрафы ГИБДД, которые выглядят примерно вот так вот. Сейчас я найду. Вот она. Административный штраф ГИБДД. То есть человек там что-то нарушил, ему штраф прислали.
Да, ну такие, это Да, можно- они как хранятся называется? обычно 7 дней всего. Поэтому если успеет, то успеет, нет, так нет. Уже Понятно. будет. В основном они через госуслуги все Как оплачивают. происходит сортировка письма? Вот, допустим, Вот оператор в данном случае, она сделала мне письма. Сейчас я буду готовить все это дело. Это уже на завтра будет. это нужно рассортировать, да? Да, это нужно рассортировать, поставить текущие номера входящие. По этим номерам уже потом это все в компьютере заводится. И по этим номерам уже оператор, который сидит в зале. А эти извещения мы разносим либо по организациям, либо по почтовым ящикам. Там клиент уже с почтовых ящиков забирает, с этими извещениями уже приходит к нам получать письма свои. То есть вы заполняете и относите только извещения, затем Да, мы только человек вот здесь приходит- заполняем. Здесь ставим текущий номер, какого числа оно пришло, вот в данном случае. Текущий номер, какого числа оно пришло. Все хранятся ровно 30 дней. Через 30 дней они все будут возвращаться обратно, если человек не успел получить. А почему нельзя сразу письмо такое отнести вместо извещения? А мы его не можем отнести, потому что это же судебное. Ну, в смысле, они заказные, они чисто под роспись раздаются только. Все, он должен быть прийти пометка, что человек получил это письмо. Да. Потому что они сейчас все в интернете отслеживаются, и человек может заявить, а почему вы это положили в почтовый ящик мое письмо, там, я его очень дал, там, и но по там, мне иногда в почтовые ящики вообще не смотрят. Там иногда почта у некоторых вообще катится, и человек может по этому адресу очень даже и не жить. То есть он, например, с женой там развелся там, или еще что-нибудь, там, какая-то жизненная ситуация. Все, понятно. Поэтому они не всегда живут по своим адресам. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас я нахожусь за рабочим местом почтальона, и сейчас под руководством Павла мы сделаем сортировку писем. Так, как это происходит? Берем сначала накладную, где записаны все наши письма, вот эти занесены. Теперь мы сверяем обычно номер, вот этот идет 14-значный номер, трек номер, который без проблем все отслеживается в интернете. Так, давайте я попробую найти. То есть вот этот номер... Я обычно по трем последним цифрам иду. 737. Они обычно идут все по порядочку, в данном случае. вот он идет. нашел. Ага, ПЗ Да, вот. 737. То есть, ПЗ это заказное письмо, заказное. что здесь отмечаем? Здесь мы делаем отметочку, куда идет адрес, в данном случае Октябрьская 20, квартира 12, например. То есть я просто пишу Октябрьская 20, квартира и кому идет Николаева. Затем мы через компьютер должны сделать отметочку. То есть 16.02 она пришло, и еще надо номер посмотреть. Это вроде делается на компьютере. То есть все вот эти письма, это все в компьютер занесено, мы там просто щелкаем через это, и там уже номер вот такой высвечивается. А я думал раньше, что вот какая-то вот эта печать, или это печать отправки, да? Это Время печать отправки, где его сдавали. А когда вы оформляете, то есть вот здесь ставится просто дата. Да, это вот сегодня вот оно пришло, поэтому Точно, 16.02. 16.02. Мы его Ага. зафиксировали, то, что у нас сегодня именно поступило. Все. У нас все по чистому делается, поэтому там тоже. Так, а потом оно куда идет? А потом у нас все это по номерам расставляется. Где, Так, да, давайте расставляется. сейчас самостоятельно попробую вот эту сделать. Значит, 250. Они, как правило, все по порядочку идут. 250. Вот, 250. Вот. Тут просто Адрес пишите, пишем да, Кирова. коротко Кирова, и 21/1, 107 Николаева. Еще надо разделять то, что они идут судебные и несудебные. То есть это судебные у нас отдельно ставится, вот разряд судебные. То есть они хранятся 7 дней. Его мы делаем отдельно. Так, а где я пишу, что судебные? Они здесь уже вот стоит тут отметочка. написано. Так, Да, и здесь я пишу дату 16 февраля, да? 16.02. 16:02. Все, это мы обработали, идем дальше. Ну вот так все письма Слушайте, делаются. сколько вот. времени занимает в В целом? среднем где-то это? 30-40 минут. 30-40 минут в день? Да, это вот 8 я, обработка. допустим, пришел, и где-то к 9 уже заканчиваю обработку писем. текущих. 267. Вот она. Ага. Так, адрес тоже тут рядом. Чуть ли не этот дом. 21/4. Нет, там дома разные, как правило. Там просто Кирова, скомпоновали Кирова, Орджоникидзе на этом участке конкретно. 21/4, квартира 16. Так, и фамилия. Да, Я не поставил дату. Так, я Так, не дата, 16.02. Ну, в принципе, сейчас пока можно не ставить, там все равно будем на компьютере сейчас сверять. Так, следующий у нас 627. Действительно. 627. Квартира. И фамилия. Так, теперь давайте, чтобы не затруднять, я сразу на компьютер перейдем. Перейдем на компьютер. Все Давайте. данные, допустим, мы завели. Ага, здесь. И пойдемте теперь Следующий этап, да? Да, вот эти текущие номера ставить. То есть числа мы поставили, нам надо теперь текущие номера поставить.
Сейчас мы обработали, ну, как будто, да, всю Да, кипу мы в накладной писем. как бы занесли. Сейчас эти 3 письма поставим в текущий входящий номер. Через компьютерную базу. У нас есть специальный компьютер, каждый работает со своим компьютером. Вот здесь просто через сканер делаем, вот он сидит номер. 8174. И вот этот данный код записываем. Да, это будет наш входящий номер 8174 от 16-2 числа. Точно так же все остальные письма пропикиваются и ставятся вот эти номера. Кстати, в том числе вот эта система штрих-кодов, да, наверное, тоже очень облегчает работу. Ну да, раньше мы вообще вручную работали, это еще в годы перестройки. Там буквально по полночи сидели, писали. Ой-ой-ой. Потом только начали уже компьютеры появляться, и все эту базу данных начали заносить. Вот я, например, поставил текущие входящие номера. Эти номера должны... Сейчас у меня 2 номера почему-то получилось. Так, какой-то я неправильно сделал. 73, сейчас мы проверим. 737, вот 872. Тут я неправильно номер поставил. Переправим. Все они должны идти по порядочку. То есть 1, 2, 3, 4. Даже так, да? Потому что оператор потом подходит и начинает искать. Вот человек пришел с этим номером 8173, он подходит к 4-му участку и начинает искать. В том числе и вот в этом тоже, как бы, скорее всего, для ускорения Да, для поиска. ускорения, потому что раньше они всю коробку там перешагивали, сейчас просто посмотрел номер, вот он стоит. По очереди. Все, Отлично. пошли. И вся вот эта данные, они хранятся в интернете, может любой посмотреть, где она находится на Ну вот данный этот момент. трек-номер, когда мы записываем, да, в том числе Да. и письма также можно Можно в найти. любой момент отследить то, что вы посылочку сдали, где она на данный момент находится, в сортировке там, или в Москве уже находится, или там уже человек получил ее. Это все отслеживается в интернете без проблем. Отлично, хорошо. Испытано на себе. Друзья, ну сейчас мы разобрались более-менее с сортировкой писем, и сейчас затронем тему посылок. Посылки у нас работает, как правило, один оператор. Он просто заводит с мешков, все вытаскивает, затем заводит все в компьютер, присваивает им входящие номера, допустим, в данном случае 882. И также какого числа эта посылка пришла, То есть 16-2. система похожа, да, как и с Да. письмами? А клиенту уже прилетает смс, что ваша посылка находится в отделении, приходите, получайте. Все, и он вот так же всю систему в компьютере заходится. Ну, вы То есть сказали, вы- что есть еще посылки, которые не отслеживаются, да, в интернете? Да, это у нас отдельная полочка для них стоит. Есть посылки отслеживаемые, есть неотслеживаемые, но это уже клиенты должны сами подходить. Мы, как правило, по почтовым ящикам не бросаем, их тоже в компьютер заводим на всякий случай. Потому что уже были прецеденты, там просто люди сами приходили, это не ложите нам ничего почтовый ящик, у нас просто воруют их. Понял. Поэтому мы все просто в компьютер заводим, и они должны уже... Подходят и по фамилии, и Да, по адресу. они просто адрес называют, посмотрите, пожалуйста, по адресу. И мы уже показываем. Здесь у вас прописаны Да. именно дома? Тут у нас все дома лежат, это первого участка, скажем, это второго участка лежат дома, Каландрашили, там, Петровского и так далее. Люди просто должны подойти и спросить, есть у нас там что-нибудь по адресу. А вот в целом в ведении одного почтальона сколько обычно домов? Там, Ну, в наверное, среднем какой-то около лимит? 30-40. 30-40 домов, адресов, да? Да. То есть с ними постоянно этот один почтальон работает, разносит корреспонденцию? Да, если он уходит в извещения? отпуск, в данном случае я как замещающий, у нас 5 участков, 6 почтальонов, то есть 1/6 это я. То есть человек там заболел, ушел в отпуск, я за него работаю. То есть я один знаю все участки. Поэтому я что-то вроде бегатиря, я там всеми говорю, это туда сходи, это сюда сходи. И иногда они, может, не знают что-то там, что какая-то организация переехала, они меня всегда спрашивают. А это где, это почему? Я им объясняю, это так-то, это так-то. Этот на абонентском ящике, допустим, снял там, и так далее. Отлично. Сегодня мы проводим съемки уже после обеденное время. Обычно корреспонденция разносится до обеда, да, то есть с утра Да. практически. Вот. Но, тем не менее, мы сейчас отнесем корреспонденцию, да, и вот обратите внимание, вот специальная сумка почтальона Почта России. Такая Даже достаточно логотипчик есть такой. прочная, да. Очень прочная, удобная. Тут очень много кармашков. Здесь два кармашка есть. И тут еще тоже 2 кармашка, еще сзади кармашек тоже есть. Сюда мы сейчас положим корреспонденцию. И еще, друзья, вы, наверное, видели, в зале находятся еще продуктовые полки, да, то есть продукты продаются также, реализуются через Почту России. И оказывается, в том числе вы можете заказать почтальону, например, ну, шоколадки, да, и Шоколадки, конфеты. продукты питания, Да. вплоть до, допустим, рассольники, ветчина, тушенка. Ассортимент там достаточно большой. Ассортимент большой, и что-то мне подсказывает, что цены достаточно демократичные. Ну да, я в принципе даже здесь всегда набираю, там кофе всегда покупаю тоже у нас тут. Чисто для себя уже, крупа там тоже.
более-менее так адекватная цена. Вот. И, соответственно, конечно, все, кто посещает Почту России, знают, что здесь очень много лотерей, да, также Да, у нас продается? очень, это сейчас новая лотерея идет, это национальная, Мечтальон называется. От Спортлото отказались, они сейчас сами по себе, а мы сейчас новая национальная лотерея Мечтальон. Ага. Она так и называется. Значит, у нас лотерейные билеты, конфеты, продукты питания и подписка газет. Мы сейчас это все загрузим, да, в эту сумку и пойдем по адресам. Попробуем посмотреть, как это все делается у нас на адресах. Так, это все сюда. И с лишним. Так. Есть также у нас специальная одежда, в данном случае на мне одета. То есть, в Но я, целом, конечно, не всех вижу. почтальонов Почта России обеспечивает Да, одеждой обязательно, по это в сезону. обязательном порядке. По Есть сезону. теплая одежда, это на зиму. Есть также демисезонная. Есть также ботинки у нас вот такие специальные, тоже чисто зимние. А в целом, вот, допустим, Почта России, она же как такой федеральная компания, но вот, может быть, она ориентирована больше на центральную Россию, где помягче зимы. Ну вот вы, например, на своем Нет, ну, опыте, я бы так не одежда, сказал. которую выдают, она теплая? Ну да, это чисто, я даже иногда не одеваю, слишком уж теплая. Она чисто рабочая, так, для рабочих настройки, скажем так. Ага. Очень теплая, поэтому я даже иногда не одеваю слишком Иногда тепло. слишком жарко даже. Да, поэтому я иногда даже свои хожу, спецовку не одеваю. Очень жарко в ней. Отлично. Ну, сейчас мы готовы выйти на улицу. Сегодня, кстати, надо сказать, что вообще объявлен актированный день для учеников с 1 по 5 класс, хотя, как казалось бы, рок быка холода буквально несколько дней назад отпал, но что-то пока не У нас ощущается. вроде температура не особо. Да, в общем, сейчас мы выйдем на улицу. Испытано на себе. Так, любой подъезд какой-нибудь. Так, сейчас мы подходим к адресу Кирова 21/2. В целом, вообще вот хотелось всегда узнать, у почтальона есть какой-то свой определенный ключ от домофона, или вы звоните в квартиры? Нет, как правило, у всех есть вот такие ключи универсалочки, они, как правило, все двери открывают, кроме, ну там может процентов 10, наверное. Ага, можно Если- посмотреть? А, ну он обычный, как Да, домофон. обычный домофон. Только И он он- как бы универсальный, мы его с трудом большим достали, когда все это дело начиналось. Ага. У нас в среднем по инструкции дается 2 минуты на подъезд. Ого. Поэтому если 6 подъездов, то должны примерно за 10 минут все весь дом отнести. А когда это только домофоны начали водить, ну там буквально по полчаса на каждом доме стояли. О, То есть пока до клиента дозвонимся, пока в подъезд попадешь. ну-ну-ну. И сейчас вот нам с большим трудом удалось вот такие ключи достать, и сейчас эта проблема ключей практически нету. Мгм. То есть вот в норматив вписываетесь. Да, без проблем сейчас уже просто зашел, раздал, ушел, все. Отлично. Ну что, давайте пройдем. Поэтому мы заходим сейчас без проблем. Просто открываем, как будто домофона даже и нету. Вот просто нажимайте. Можете иногда сразу не срабатывать. Все, дверь открылась, она запиликала, все, мы зашли. Здравствуйте. Здравствуйте. Во всех ли подъездах вот такие красивые ящики, как, например, здесь? Ну, Почти. сейчас практически во всех подъездах, кроме, может, мало семейок, там вот таких девятиэтажек. А так вот те вообще сейчас практически все управляющие компании ящики начали менять, там практически уже советских, так сказать, советского периода уже не осталось. Ага, везде уже Сейчас, да, обновлено. сейчас стоят вот такие новенькие, хорошенькие ящики. Так, давайте, у меня мечта была, да? Сейчас я разложу. Павел покажет, какие ящики. Эта подписка идет, вот 35 и 39 квартира выписали у нас. Правильно кладу? Да, желательно, чтобы это газеты не торчали, полностью все скрылось, потому что могут вытащить там по пути. 39. А бывает такое, что вы вроде 37-я, например, а положили в 38-ю? Но это очень редко, потому что у нас почтальоны очень опытные, поэтому они, как правило, уже своих клиентов знают, кто чего выписывает. Они первый год, как правило, клиенты всегда одни и те же, поэтому тут очень сложно ошибиться. Мы уже практически на автомате раздаем. Отлично. Но сейчас надо, да, еще раз отметить, что мы сейчас после обеденное время, да, сейчас уже практически работа завершается у почтальонов. Если вы видели, в самом отделении почты уже почтальоны сидят и уже пишут отчет, да? Да, про это день. они делают отчеты, то, что они там вручили, на организациях ходили, сколько писем вручили, сколько обратно вернули. Потому что некоторые организации могут быть закрыты, там, допустим, на обед попали. И все это дело все в компьютере у нас опять же отражается. То есть пришло 60 писем, 40 из них вручили, 20 оставили на месте. Все, ну а сейчас у нас осталась организация, да? Да, мы которую сейчас зайдем в организацию и попробуем что-нибудь продать им. Отлично, поехали. Так. ага. Почтальон в основном, так как
все около отделения почты передвигается в основном пешком, да? А бывает, что на машине проезжаете? Но это очень редко. У нас отделение находится ровно в центре участков как бы. И поэтому там каждый участок в среднем, самый дальний участок 15 минут от силы занимает. Самый дальний дом. А так он ровно в центре находится как бы в круговой. Поэтому тут все буквально близко. Ага. 7-8 минут максимально до самого дальнего дома. Пешком комфортно можно обойти. Ну да, так просто вот так идешь от этого дома к этому и так. Так все раздается. Хорошо. Павел, надо сказать, что я не могу угнаться за Павлом, очень быстро идет. А вообще в целом походка почтальона, наверное, она Да. очень скоростная. Но, во всяком случае, у меня точно, да, потому что некоторые девушки даже жалуются, когда со мной гуляют, ты очень быстро ходишь. Я говорю, ну у меня привычка такая просто. Я в 2 раза быстрее обычного человека обычно. Да-да-да. Ну я сейчас реально вот, что-то я задумался, смотрю, Павел уже там метрах 10-15 от меня. Да. Ну, получается, действительно, это ежедневное, да? Да, это у нас ежедневный ход, вот так выходим и по организации начинаем вот так идти. Ага. Сначала в одну организацию, потом в вторую, третью и так далее. Так, То есть все сейчас делается мы- с одной стороны на другую, потом переходим. Ага, в организацию. Сейчас мы идем в организацию, будем попытаться что-нибудь продать. Сейчас мы сначала... Слушай, ну ритм движения Павла пешком настолько интенсивный, что несмотря на то, что на улице почти под 40, я на самом деле вспотел. Фу. Здравствуйте. Сегодня писем у вас нет, поэтому предлагаем только модульные продукты и лотереечку. Кто-нибудь брать будете? Конфетки вам вчера понравились? Пробовали еще? Да, давайте лотерейные билеты. Так, лотерейные билеты есть по 100, есть по 300. И как обычно шоколадки. Хорошо. А вообще в целом вот вы часто заказываете через почту шоколадку? То есть это как бы во время рабочего О, дня они к помогает? нам постоянно же ходят, потому Мы что... постоянно просто ходим, это просто у нас обычный набор, поэтому по всем организациям просто предлагаем, да, нет. Но в целом это удобно вам как пользователю? Конечно. Во-первых, очень удобно, что нам не нужно самим ходить на почту, да, за письмами. И заодно, ну, к чаю мне тут всегда что-нибудь, да, это. И лотерейные билеты вот к праздникам тоже лучше. Да, можно машину подарить на 23 февраля, например, есть по 100 рублей, есть по 300, сразу один к 3. Так, внутри. Так, есть такие, будете выбирать. Там телефон записывать не надо, просто 100 рублей и все. Потому что у нас есть телефон, а есть такие по 100 рублей. Очень даже удобно, что мы вот, ну, вот покупали, да, билеты. Ага. И даже выигрыш потом нам не надо было ходить на почту. Да, мы сами, мы сами Да. всё приносим обычно. Ничего себе. С чеком, Все по со всем. чекам, да. Здорово. У нас все Поэтому по чекам, это- все дается. Очень удобно. Ну, на самом деле, для меня Берем, небольшой сюрприз, не да, что глядя. Почта России еще занимается вот такой деятельностью, да, то есть Так, в целом это как расширение, да, расширение услуг и в целом такая клиентоориентированность. То есть в любом случае вы ходите, допустим, по организациям, да, доставляете Да, у нас почту. ассортимент достаточно большой, можем чай, кофе, все буквально там принести. Всё, что Даже чисто так, стиральный да. порошок я как-то у них покупала. Да, у нас Вообще. иногда стиральные порошки тоже необычные. Кстати, очень даже такие хороший был интересные, скажем порошок. так, Отлично. которые в обычных магазинах нету. Хорошо. Так, конфетки еще не берете? Да. Все берете? Так, конфетки. Так, а баунти Это вот мои вчера любимые что-то нету, да? Вот баунти я не взял сегодня. А мы вчера брали вот это, у нас Да, еще да. не закончилось. Так, Это чисто на пробу я вам взял. Хорошо. Так, это у нас сливочный, у нас сливочный. И 2 билета. Да, это 100 рублей тоже практически. Так, Так, итого с сколько вас будет получается? 300 рублей ровно. Ага. Переводом, да? Так, у меня карта буквально, давайте... Обычно же Наличные переводом. есть? Так, 200 рублей я вам Ну, дам. давайте наличными я схожу. Так, 200 рублей, сейчас мы берем кошелечку. Пока я онлайн работать не могу, только наличными. А так, обычно я тоже онлайн переводами все делаю. Пожалуйста, 200 рублей сдачи. Я вам все принесу. Спасибо. Все, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания.
Ну, так что особенно в наш климат холодный зимой вообще удобно. Никуда ходить не надо, Да. вам приносит. Да, Ну да, ну, тоже удобно, выходить не надо, сразу все принесли. спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну, как видите, друзья, да, действительно, то есть, в целом, как я уже сказал, расширение услуг, да, сферы услуг. Мы Почта. не только посылочки, можем посылки принести, если клиентам. У нас сейчас услуга такая появилась. Доставка посылок. И накормить можете. Да, доставка посылок на дом. Стоимость сейчас возросла. Раньше было 100 рублей, сейчас 150, сейчас 200 рублей ровно стало. То есть у нас с Нового года выросла цена. То есть пришла вам посылка большая, там, на 6-8 килограмм, вы как сами хотите, не можете там в силу каких-то причин там или получить. Можете Просто заказывать, да, у нас есть приложение Почта России, с плеймаркета обычно скачиваете, и там по нему можно заказать доставку посылок на дом. То есть это в любой момент мы можем договориться, когда вам надо, можно даже вечером принести 8 часов, так, когда после работы вы будете. Но это уже отдельно с почтой договариваться будет. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас мы буквально испытали на себе работу почтальона. Очень короткий промежуток времени, где-то около часа-полутора. Но, тем не менее, для себя я сделал выводы такие, что почтальоны очень быстро ходят. Я за Павлом еле-еле бежал, не успевал. То есть это человек скорость. Вот. Далее, то, что было открытием, что почта работает еще и как курьеры, да, продукты питания. То есть это все входит как бы, в их также функционал, да, так же сказал. И это достаточно удобно для клиентов. Вы получаете не только письма, но можете взять шоколадки, какие-то небольшие. Да. Ну и сегодня у нас такой морозный зимний день, хотя в принципе светит солнце, достаточно красиво, но почтальоны работают и в дождь, и в снег, да, и Да, в пургу. у нас нет такого, что там отдельные дни, как у школьников, например, там хоть 50, хоть 60, мы все равно выходим на участок, все доставляем. Ну да, я не слышал так, что было сегодня минус 65, почтальоны тоже не работают, такого никогда не было. Поэтому, Павел, хотелось бы вас поблагодарить за уделенное время, пожелать в вашем лице Почты России развития, эффективности, да, дальнейшего развития. Вот. Ну, а вам, дорогие друзья, чтобы ваши письма, бандероли, посылки приходили очень быстро, оперативно. Ну и это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч. Пока.